Мотор! Начали! 27 августа наша страна традиционно отмечает День российского кино. Кроме того, указом главы государства нынешний год в России проходит под знаком отечественного кинематографа. Удивительно, но для многих сотрудников органов внутренних дел этот праздник профессиональный. Например, в одном из эпизодов сериала «На углу у Патриарших» появляется колоритный оперативник с усами. А тебе повезло, майор. Радуйся. Обычное самоубийство. Уверен? Поверь моему опыту. Не будет за тобой висяка. В нем легко узнать нынешнего министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Владимира Колокольцева. В то время он еще не был главой ведомства, а занимал должность начальника 108-го отделения милиции Москвы. Помимо прочего, Владимир Александрович был нештатным консультантом режиссера ленты Вадима Дербенева. Сериал старались сделать максимально приближенным к реальности. Это удалось во многом благодаря советам будущего министра внутренних дел России. Как картинка? Нормально. А не надо нормально. Этот сюжет, между прочим, на НТВ пойдет. Как тебе вообще? Отлично. Хорошо, работаем. Сразу и автором сценария, и актером сериала «Лесник» стал майор внутренней службы Сергей Непша, который сейчас возглавляет культурный центр управления МВД по Брянской области. Сергей и раньше писал киносценарии для разных проектов. Среди них сериалы «Невидимки», «Детективы», а в «Леснике» он еще и сыграл тележурналиста. Вместе с ним в роли оператора снимался его коллега, капитан внутренней службы Сергей Сорокин. В столице продолжаются поиски маньяка, убивающего мужчин, которые ведут асоциальный образ жизни. За 3 месяца его жертвами стали 5 человек. А это кадры из сериала «Розыск». Девушка в погонах – пресс-секретарь столичного милицейского главка. Сегодня исполнительница этой роли Ирина Волк перешагнула сыгранную когда-то должность. Теперь она полковник полиции, помощник министра внутренних дел Российской Федерации и официальный представитель всего ведомства. Я журналист Игорь Вознесенский. Один из тех, кто 20 лет назад вместе с Дэвидом Гамбургом создавал проект «Криминальная Россия». В его творческом багаже знаменитые советские фильмы «Внимание всем постам», «Признать виновным», «Идеальное преступление», множество сценариев и текстов песен. Игорь Матвеевич снял 30 документальных фильмов в рамках проекта «Криминальная Россия». Был ведущим программы «Их разыскивает милиция» на одном из телеканалов. В 2013 году возродил этот проект под названием «Их разыскивает полиция», а с 2014 года ведущий программы «Криминальная Россия. Развязка». Сейчас Игорь Вознесенский – главный режиссер телестудии МВД. Смирно! Равнение на середину! Товарищ майор, разведывательная группа для выполнения боевого задания построена. Здравствуйте, товарищи разведчики! Стражи порядка и сами создают великолепные фильмы. В 2012 году творческой группы калининградских полицейских была присуждена премия МВД России. Коллектив калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России совместно с группами исторической реконструкции снял картину «Звезды выше неба». Она рассказывает о легендарной разведгруппе «Джек», которая работала в глубоком немецком тылу накануне начала восточно-прусской операции советских войск. Как оказалось, полиция и кино неразделимы. Даже в рядах суровых, на первый взгляд, стражей порядка скрываются творческие личности. Стоит лишь присмотреться.